Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Впервые в истории Якутии на Дальнем Востоке и в Арктике закуплена мусоросжигательная установка. Она начала свою работу в тестовом режиме в поселке Чукурдак. У трубки юбилейной есть все преимущества для открытия подземного рудника. Важно найти технические решения и пройти госэкспертизу. Бизоны в третьем питомнике лесных бизонов в Якутии Тумара чувствуют себя хорошо. Расскажем, как прошла рабочая поездка в Сунтарский район. По оперативным данным авиалесохраны на территории Якутии действует 51 природный пожар. За сутки ликвидирован один на общей площади 790 гектаров. На тушение задействовано 468 человек и 91 единица техники. Приближенных и угрожающих населенным пунктов пожаров нет. Продолжают действовать 3 природных пожара на территории Чурапчинского, Вилюйского и Амгинского районов. Наиболее активная работа проводится в Усьмайском районе. Для тушения привлечена группировка в составе 129 человек и 16 единиц техники. Закон о бесплатном проведении газопровода до границ участка затронет 12 МО, в том числе более 4600 домовладений в Якутии. Чтобы претендовать на бесплатное подключение газа, участок и дом должны находиться в газифицированном населенном пункте. Во-вторых, должны быть соответствующие документы о правах собственности земельного участка и дома. Как только стартовал большой проект, в регионе проведена инвентаризация домовладений, попадающих под программу «Саха-Транснефтегаз». Отобран региональным оператором до газификации и составлен план и график работы. Как отметили в Минпроме региона, ускоренная догазификация в регионе будет проведена поэтапно. 291 домовладение планируем газифицировать в этом году. Конечно, погода может нести свои корректировки. Мы не в простых с вами условиях живем, но ориентир у нас такой. В следующем году это более 3300 домов, и, соответственно, остальные у нас попадают на 2023 год. Как разделены этапы? В первую очередь у нас попадают дома, где отсутствует дефицит газа, то есть, где простыми мероприятиями, нет, простыми, конечно, да, строительство, конечно, газопроводов и так далее нужно решить. А 23 год это там, где необходимо решать вопросы с ликвидацией дефицита. Многие граждане эту проблему начали. Мы, в принципе, в этом году уже, Айсен Сергеевич Николаев вопрос поддержал, депутаты Государственного собрания Илтумен, и мы вместе с городом сегодня уже начали решение вопроса по устранению дефицита по городу Якутску, например. Тем временем региональный оператор газификации «Саха-Транснефтегаз» в онлайн-режиме продолжает прием заявок на социальную газификацию через новый сайт компании. Все документы тщательно проверяются специалистами. При положительном рассмотрении заявки будет направлен проект договора для его подписания. Отмечу, что если домовладелец попадет в программу социальной газификации, то он сможет сэкономить порядка 52 тысяч рублей. Именно сейчас такова средняя стоимость технического присоединения одного домового хозяйства к газопроводу. Сложной остается ситуация с коронавирусной инфекцией в Якутии. Об этом нам рассказали на брифинге оперативного штаба региона. Подробнее о заболевших прямо сейчас. Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная эпидемиологическая обстановка в республике на настоящий момент является напряженной. За последние сутки выявлено 169 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей республики зарегистрировано 96 случаев. По 6 случаев зафиксированы в Нерюнгринском районе, 7 случаев зафиксировано в западной группе, в Мирнинском Сунтарском районе и в Усть-Алданском районах. По 4 случая зарегистрировано в Амгинском, Усьмайском и Хангаласском, по 3 случая в Алданском, Булунском, Мегино-Кангаласском, Момском и Намском. По 2 случая зафиксированы в Верхоянском, Вилюйском, Татинском, Чурапчинском и Винобытантайском. И по 1 случаю зафиксировано в группе районов Горном, Кобяйском, Ленском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Алекминском, Оленёкском, Усьянском и Алайховском. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, хотелось бы обратить внимание на то, что подъем и увеличение количества заболевших вызывает и дополнительную нагрузку на учреждения здравоохранения и соответствующие службы, обеспечивающие работу по
оказанию медицинской помощи, в связи с чем нами приняты оперативные решения по увеличению количества людей на колл-центрах и, соответственно, отслеживаются все звонки, которые осуществляются на уровне амбулаторного звена от граждан для вызова в поликлинике. И, соответственно, немного у нас увеличивается количество времени до периода тогда, когда приезжает по вызову врач. Тем не менее, все медицинские организации работают до режима 21 часа вечером, и поэтому, соответственно, доктор может, если он не приехал в 6 часов вечера и принят непосредственно звонок, то к 9 вечера доктор у вас будет. За сутки продолжается достаточно высокое количество исследований, 3985. Всего за весь период у нас пандемии обработано 1 402 318 тестов. Кроме того, необходимо обратить внимание, что продолжается вакцинация непосредственно в нашей республике. Всего у нас поступивших доз 485 155. На настоящий момент первую дозу получили 337 347 человек, в том числе лица старшего возраста 63 342 человека. По непосредственно темпам вакцинации Республика Саха-Якутия находится на 8-м месте в Российской Федерации, по количеству вакцинированных на 9-м месте. По ревакцинированным гражданам сегодня ревакцинировано 7186 человек. Мы практически закончили ревакцинацию в социальных домах, в которых у нас находятся наши подопечные. И на настоящий момент в целом вакцины достаточно. Порядка 29% от общего количества доз сегодня есть от всей вакцины, поступившей в республику. Вчера на обессуженном заседании оперативного штаба под руководством главы республики с районами республики глава еще раз обратил внимание на необходимость усиления работы, направленной на недопущение завоза, именно завоза инфекции в труднодоступные и отдаленные населенные пункты. В связи с тем особенно страдают те труднодоступные отдаленные населенные пункты. Они есть у нас в ряде районов. Это прежде всего те, у которых был низкий уровень вакцинации. В связи с этим сам по себе инфекция в маленьком населенном пункте распространяется достаточно быстро, что требует соответствующих наших ресурсов для того, чтобы направлять туда дополнительные бригады. И, соответственно, отчасти это во многом увеличивает и риски, связанные с тем, что уже закрываются учебные заведения и детские сады. Кроме того, необходимо обратить внимание, что мы находимся и в состоянии тогда, когда происходит вакцинация от гриппа. В связи с этим, достаточно время для того, чтобы именно сейчас очень хорошо заботиться о собственном здоровье. Благодарим вас за предоставленную информацию. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии, а мы продолжаем выпуском новостей. Завоз жизнеобеспечивающих грузов в навигацию проходят в штатном режиме. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии. План на этот год составляет чуть больше 1000 тонн. На особом контроле остается отгрузка угля с угольных резервов Джибарики, Хая и Сангарского угольного разреза. Отмечено, что в настоящее время перевозки жизнеобеспечивающих грузов в арктические реки стабилизировались, в том числе стабилизировано энергообеспечение Зеленомысского речного порта. На контроле также находится завоз нефти. Также в этот сезон впервые осуществляется прямая поставка из Узбекистана большого объема свежих фруктов и овощей в арктические районы Якутии. Впервые в истории Якутии запущена мусоросжигательная установка. Она начала свою работу в арктическом поселке Чукурдах в тестовом режиме. Как рассказал генеральный директор ЖКХ Якутии Виталий Чикачев, сегодня около 125 кубов мусора уже сожжено. Муниципальное образование Алаиховский район прошло навстречу и выделило базу, где круглый год мусоросжигательная установка может работать. Как она покажет себя в зимний период, дальше по инвестпрограмме будет предусмотрен закуп и в другие районы, добавил гендиректор предприятия.
Глава республики принимает участие в торжественном открытии школы-сада в селе Актемцы Хангаласского района. Объект построен в рамках соглашения между Минпросвещения России и правительством Республики Саха-Якутия по реализации федерального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта образования. Ульяна Шагина расскажет подробнее о школе. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, внешний вид школы. Строители, которые строили, и архитекторы, которые разрабатывали проект, не пожалели ни сил, ни времени. Школа получилась очень красивой и стильной. Здесь школу будут посещать 220 учеников. Она совмещена с детским садом, который будет посещать 100 детей. Здание площадью более 5000 квадратных метров. Но мы сейчас находимся на территории школ, но если зайти внутрь, можно увидеть, как стильно там все обустроено. Музыкальный зал, актовый зал, хореографии зал, специализированные классы биологии, химии и физики. Ну, открытие уже началось. Если пройти немного левее, можно посмотреть, как обустроена территория школы. Везде газоны. От старой школы, кстати, старая школа находилась на этой же территории. Сейчас напоминает только те вон высокие березы. Их специально не срубили. И на этом месте в ближайшем будущем школа откроет сквер выпускника. Кстати, выпускники тоже приложили немало усилий для того, чтобы построить новую школу. При строительстве и при ремонте также они принимали активное участие. Глава республики отметил, что новое здание – это яркий пример того, каким должна быть школа в селе. От имени правительства директору школы вручен сертификат на приобретение школьного автобуса. Состоялась рабочая поездка замдиректора Департамента биологических ресурсов Анатолия Алексеева и начальника управления биологических ресурсов Романа Сметанина в Сунтарский район. Поездка прошла в рамках соглашения, заключенного между Минэкологии Якутии, дирекцией биоресурсов и администрацией Сунтарского улуса. Рабочая группа посетила питомник лесных бизонов Тумара для оказания практической и методической помощи. Как отметил Анатолий Алексеев, состояние переданных в 2020 году бизонов оценивают как хорошие. Животные упитанные и активные, готовые к зимовке. Были изучены местность для будущего расширения комплекса. Кроме того, по просьбе администрации Сунтарского улуса специалисты установили на одном доминирующем лесном бизоне спутниковый радиоошейник. В Битюнском наследии Амгинского улуса впервые посадили 3 вида саженцев кедра. Лесопарк был основан в 2011 году по инициативе общественного эколога Степана Нестерова. В эти дни парк отметил 10-летний юбилей, и в честь даты волонтеры местного экологического движения «Бах» совместно с администрацией поселка и московской ювелирной компанией провели акцию по посадке 3 видов однолетних саженцев кедра. К этой минуте у меня все. Продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.